Эту публикацию Wikileaks уже называют самым дерзким сливом в истории организации. Она годами придавала общественности секретные документы Госдепа и Пентагона, но впервые добралась до самого сердца американского разведсообщества – ЦРУ. Wikileaks не раскрыла, как были получены эти документы, но, что очень необычно, нам немного рассказали об источнике. Wikileaks этого обычно не делает, а в этом случае организация сообщила, что данные были получены от источника внутри самого ЦРУ и какое-то время циркулировали среди бывших сотрудников ведомства. В какой-то момент один из них и передал документы Wikileaks. По данным Wikileaks, секретный хакерский центр, из которого организовываются кибератаки на страны Европы, Ближнего Востока и Африки, находится здесь, в американском консульстве во Франкфурте на Майне. Согласно публикации Wikileaks, отсюда работающие на ЦРУ хакеры взламывают смартфоны, планшеты и даже телевизоры. Последнюю технологию американские спецслужбы разрабатывали вместе с британскими коллегами из Ми-5 и называли ее «плачущий ангел». Я уже посмотрел более 1200 документов, и мы только начали. Там говорится и о железе, и о введении паролей, и о возможности взлома флешек и использовании различных устройств. Например, телевизоров. Они смогут удаленно включить ваш Samsung, он там упоминался, среди прочих фирм, так, чтобы кнопка включения не загорелась. Так что все, находящиеся в комнате, продолжат вести свои разговоры, не зная, что за ними ведется слежка. По данным Wikileaks, ЦРУ научились взламывать устройства на платформе Android, а для взлома гаджетов на системе iOS был создан целый отдел. Кроме того, спецслужба разрабатывала и способы хакерских атак на умные автомобили, например, для покушения на их водителей. Это жесткое пробуждение для нас всех, как для производителей гаджетов, которые тратят много денег на защиту личной информации, так и для пользователей, которые должны понимать, как такие простые вещи, как подключенные к интернету устройства, влияют на безопасность данных об их частной жизни. Всем нравятся умные штуки для дома, смарт-ТВ или камеры няни, следящие за ребенком. Но что будет, если эти технологии попадут в плохие руки и будут плохо защищены? Это вызывает серьезное беспокойство. Все устройства, подключенные к интернету, могут быть взломаны. В ЦРУ и администрации президента Трампа отказались комментировать подлинность документов. Однако предыдущие утечки, опубликованные Wikileaks, в дальнейшем подтверждались. То же произошло и с данными о масштабной программе слежки Агентства национальной безопасности, о которой рассказывал Эдвард Сноуден. Екатерина Бучнева, «Настоящее время».